Недавно в Пицунском храме прошел концерт оперной певицы Елены Анкваб и органиста Луки Гаделия, участников и лауреатов международных конкурсов классической музыки, а также выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных. Сегодня Лука и Елена наши гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Органная музыка, оперное пение – классический вид искусства, который рассчитан не на широкий круг зрителей, слушателей, или я не права? Принято, да, говорить, что классическая музыка не для широкой публики, но вообще, честно говоря, мне не хотелось бы просто с этим соглашаться, потому что классическая музыка, на мой взгляд, это не какой-то вид искусства, в котором необходимо разбираться как профессионалу. Это музыка, которая создана для того, чтобы трогать сердца. Вот. Конечно же, она может нравиться или не нравиться, но это не для профессионалов. Я считаю, что для всех людей. Да, но я бы хотел сказать, если касаться отдельной области именно органной музыки, да, то, конечно, любителей именно органной музыки значительно меньше, чем любителей фортепиано или вокала, потому что это ближе. Тем более орган – это тот инструмент, который пришел к нам из католицизма. Это все-таки не наша культура, не наша религия. И у католиков они установлены в их костелах, в соборах. И для них они с детства слушают эту музыку, для них это очень привычно. Для нас все-таки это экзотика. Я имею в виду конкретно Абхазию, Россию и все бывшее постсоветское пространство, орган всегда экзотика. Поэтому он еще, если на Западе он уже немного утрачивает свой какой-то, интерес к нему утрачивается, потому что люди это действительно с детства слушают, то у нас наоборот интерес к органу и вообще к старинным инструментам, потому что орган один из самых старых инструментов вообще в истории человечества. Да, он появился в III веке. У нас наоборот интерес к органному искусству растет с каждым годом. Я надеюсь, что у нас в Пицунде орган один из самых лучших. И звучит он потрясающе за счет того, что он находится именно в храмовой акустике. Елена, Лука, вы помните свое первое выступление и пережитые ощущения? Я начинал как пианист, заканчивал наше Сухумское музыкальное училище. Естественно, были выступления и в рамках каких-то классных вечеров, да, и в рамках концертов, которые организовывали педагоги именно для своих выпускников более старших, да, курсов, когда я уже учился на каких-то более старших курсах. Да, было очень волнительно, но я помню, что это всегда доставляло какое-то удовольствие и радость, что твой труд, который, да, это все-таки большой труд, это ежедневные многочасовые занятия, когда ты можешь донести вот то, что ты слепил в классе, с педагогом ли, сам ли, да, дошел до чего-то, ты можешь вынести это и донести это до публики, и ты находишь отклик. Да, это очень приятно всегда. Каким было самое запоминающееся выступление, например, в этом году? Я думаю, поездка в Стамбул, концерт для в Стамбуле. Меня также. Да, концерт в Стамбуле. Елена, расскажи, как вообще был организован этот вечер, Да. 2 вечера. В начале мая, с 1 по 8 мая, у нас была поездка в Стамбул по приглашению нашей абхазской диаспоры в Стамбуле. Планировалась поездка давно, уже, наверное, больше года. Но получилось сейчас. И, конечно, это было потрясающе совершенно. У Луки был отдельный концерт в костеле, и у меня был отдельный концерт сольный в концертном зале. Лука мне согласился любезно аккомпанировать. Иногда перехожу на фортепиано по надобности. Лука, наверное, расскажет сейчас о своем концерте. Да, потому что по хронологии мой концерт был первым, потом был концерт вокальный у Елены. Да, конечно, присоединяюсь к словам Елены о ее восторженном отзыве о поездке. Действительно была организована
само наше пребывание на высоком уровне, то есть все встречи с представителями нашей диаспоры проходили неоднократно. То есть нас очень опекали, да, и уделяли нам очень много внимания, потому что артисты из Абхазии, именно классические, в Стамбуле, наша прима Хибла Герзмава, да, она была, и все. Мой концерт они организовали в одном из крупных соборов католических, Святого Антония. Орган выдающийся, и акустика очень хорошая. И также хотелось бы сказать, что организация была концерта тоже на высшем уровне, то есть наши соотечественники, да, приехали со всей Турции, можно сказать, то есть очень тепло принимали, и такая вот теплота душевная именно чувствовалась. Конечно же, абхазские произведения были приняты очень восторженно, потому что когда это свое родное, и тем более, что они грезят Абхазией, обожают, и те, кто был, и те, кому посчастливилось, как они говорят, побывать здесь, и те, кто еще, к сожалению, не был здесь, но они все обожают просто Абхазию, все, что связано с Абхазией. Вот, и я думаю, что, конечно же, и поэтому, в том числе, они нас очень принимали очень тепло, очень радушно, и были счастливы, что мы приехали. Я хотела бы вас спросить, кто ваши любимые композиторы и какие произведения вас вдохновляют? Я вот не могу сказать конкретно какого-то автора, скорее какие-то сочинения у ряда композиторов, да. Ну, конечно же, всем известно, что одним из величайших композиторов, который творил именно для органа, является Бах. Да, конечно же, его большие прелюдии и фуги для органа, которые написаны на библейский сюжет и пронизаны всей символикой христианской, да, они, конечно, вдохновляют, и действительно ты получаешь какой-то заряд именно играя эту музыку. Да, не то, что это немного по-другому, когда ты просто слушаешь ее, но когда ты исполняешь, проходит эта энергетика, это действительно потрясающе. Мой любимый композитор Рахманинов. Хоть почему-то он считается, что он такой тяжелый для восприятия, но для меня это самая лучшая музыка в мире и на свете. И в этой музыке есть все, что нужно для души. Вот. А если брать оперных композиторов, то это, конечно же, Чайковский, потому что глубина неимоверная. Вот. Верди, Пучини. Вообще итальянцев люблю очень. Каждый выход на сцену наверняка волнителен. Есть ли у вас какой-то рецепт преодоления? Ну, волнение, конечно, оно присутствует. Я думаю, что оно будет присутствовать до тех пор, пока мы будем выходить на сцену. Вот. Но, во-первых, начинаешь с опытом, приходит контроль над собой. Вот, потому что, вот, вспоминая свои первые самые выходы на сцену, и особенно сольные концерты, бывало такое, что не спала ночь перед концертом, потому что и потом уже после концерта приходили такие мысли, что когда ты выходишь на сцену, это заявление о том, что у тебя есть что сказать людям, и это людям может быть интересно. Вот, и это очень так, это действительно должно быть что сказать людям. Вот, и волнение, конечно же, естественно, присутствует до сих пор, от него никуда не избавишься, никуда не денешься. Вот, но самое главное вот просто как-то собраться, потому что у певцов, например, такая важная особенность, как когда человек волнуется, у него сбивается дыхание. А дыхание – это основа пения, поэтому надо себе напоминать о том, что мне надо дышать хорошо. Лука, хочу вас спросить. Вы играли во многих странах на органе. Пицунский орган, он отличается от остальных? Есть какие-то особенности? Да, каждый орган индивидуален. Если у фортепиано, плюс-минус приближенное звучание, да, мы все знаем звук фортепиано, да, он может быть более звонкий, более глухой, но само качество звука, оно остается как бы неизменным. У органа это
инструмент, который, что называется, штучный товар. Двух одинаковых органов в природе быть не может, я, по крайней мере, не знаю таких. То есть каждый мастер делает орган, вкладывая туда какие-то свои идеи, какие-то свои новые моменты, которые он, может быть, обдумывал в течение, не знаю, продолжительного периода, и это секрет всегда, да, именно у каждой фирмы органостроительный орган звучит по-разному. Наш орган пицунский, я считаю, один из самых выдающихся органов, на которых мне приходилось играть, и по большей части у него очень красивые тембры, но он выигрывает за счет того, что он стоит именно в храмовой акустике. То есть убери его из храма, я имею в виду из помещения с гулкой акустикой, и поставь какое-то сухое концертное помещение, типа, не знаю, какой-нибудь концертной площадки, типа, например, филармонии, да, то он совершенно потеряет свой характер и свой тембр. Какую роль, на ваш взгляд, играет искусство в формировании имиджа страны? Я думаю, одну из основополагающих. Конечно. Можно сказать о том, что, допустим, вот если говорить о нас с Лукой, о нашем творчестве, представьте себе, значит, на сегодняшний день, скажем, в странах Европы, да, вот простые граждане, сколько процентов из них знает об Абхазии? Вообще слышали, да, в принципе? Приезжая в европейские страны, мы позиционируем себя как артисты из Абхазии. Вот, и, допустим, вот у Луки был концерт сольный в Брюсселе и назывался «Посвящение моей Эпсны». Вот, и, конечно, приходят простые люди, и когда они, тем более, и слышат еще нашу абхазскую музыку, вот, и потом люди подходят и, в общем-то, выражают свои восторги и говорят, что, боже мой, оказывается, такое вот есть у вас, и вообще есть такая страна, и есть такая культура, и такая музыка потрясающая совершенно, которая трогает очень людей. Я считаю, что это очень важно, потому что политика, это как бы само собой естественно, но в плане культуры то, что вот простым людям донести о себе информацию, это очень важно. Есть в вашем репертуаре произведения, которые вы исполняете, скажем, всегда? Есть какие-то сочинения, круг сочинений, которые с периодичностью включаешь в любом случае в программу, и они остаются у тебя в багаже. Да? Есть какие-то произведения, которые ты выучиваешь к конкретному концерту, предположим, не то, что это необходимость, но у тебя какая-то концепция концерта, программа. Ты выучиваешь какой-то ряд сочинений. Потом ты можешь в других концертных программах их уже не применять. Но есть какие-то сочинения, которые, да, действительно закрепляются в репертуаре надолго, и ты постоянно их выносишь. У меня ряд есть таких сочинений. Вот. Конечно, если мы говорим о концерте в Абхазии, то, конечно, без абхазских произведений не может. Не думали ли вы о том, чтобы открыть свою студию, школу для молодых, начинающих? Наверное, было бы здорово, потому что у нас действительно есть молодежь, и если брать просто музыкальную, да, стезю, то наше Сухумское музучилище готовит профессиональные кадры, которые поступают в различные вузы российские, там и пианисты, и теоретики. И вот нету, к сожалению, класса органа. Да? То есть у нас много есть инструментов, которым можно научиться у нас в Абхазии, но нет органа. Было бы здорово, если бы на базе того же училища открылся бы или открыть, да, то есть органные такой класс, да, и готовить кадры к поступлению в российские вузы, потому что сейчас в России, если раньше орган не был таким самостоятельным инструментом, все-таки интерес к органу появился только там после 50-х годов прошлого века, да, и такой активный интерес. Раньше для того, чтобы учиться органу, нужно было поступать на какую-то отдельную специальность, это либо на теорию, либо на фортепиано, и потом в качестве факультатива брать дополнительный инструмент. То есть он не считался таким специализирующимся сольным, да, инструментом.
То сейчас уровень очень вырос, даже в музыкальных школах в России есть классы органа, и детишки учатся играть там с 5-6 класса, когда, извините, ноги должны дорасти для того, чтобы он играл на педали. Да? То есть сейчас профессиональное образование именно органное на очень высоком уровне в России, поэтому я считаю, что нужно как-то эту традицию и к нам, в Абхазию, вот. Я думаю, что это было бы здорово. Ну, а если говорить о вокале, то, конечно же, где, как не на юге, как у нас в Абхазии, будут прекрасные голоса. Поэтому, если говорить вот действительно серьезно, то, конечно, прежде всего, это вопрос специалистов, которые могли бы научить, и вопрос финансирования. Дальше все делается очень легко, поэтому, если есть одно и другое, то проблем не будет. Когда ваш следующий концерт в Абхазии ожидается? К сожалению, мне сейчас нужно уезжать срочно, но, возможно, еще в конце лета или в начале осени. А Лука здесь... Я, как солист филармонии нашей Сухумской, но коль у нас в Сухуми нет органа, я играю постоянно, еженедельно, можно сказать, концерты по воскресеньям, органные вечера в Пицунском храме, весь летний и часть осеннего сезонов. Я благодарю вас за нашу беседу и хочу пожелать каждому из вас как можно больше радостных встреч с истинными ценителями классической музыки. Арджат Кузифер и Снаги Фюцзайд, Фюзлияз Афиларту Хатбера, Адуни и Вепшматула Коркна, и Дзирыш Галарут Епши Снаг, Алшара Фюмазайд. Ты был.